Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Заряжаемся на плодотворные и добрые позитивные новости на этот предстоящий рабочий день. А чтобы он был максимально полезный и интересный, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня в это пятничное утро с вами я, Полина Долинская и Руслан Ачиров. И вот о чем мы поговорим в ближайший час. Быстрый и полезный. Сегодня мы поделимся рецептом вкусного витаминизированного завтрака с гранолой и спирулиной. С 1 января 2023 года организации и предприниматели будут уплачивать налоги и сборы через единый налоговый счет. О преимуществах и особенностях его использования мы поговорим с нашим первым гостем. Резьба по кости, дереву, работы ювелиров и кузнецов – все в одном месте. Расскажем о выставке-ярмарке «Аяр-Уз» в Якутске. И волшебный декабрь в преддверии Нового года в якутской кассете проходит акция «Волшебный декабрь» по списанию пени. Ну и мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, вы всегда можете быть с нами на связи. Пишите нам по номеру 8 914 273 44 88. Делитесь своими планами на выходные, рассказывайте, как прошла ваша рабочая неделя, ну и поздравляйте своих родных и близких с важными для них датами. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутия». А прямо сейчас предлагаю узнать, какая же погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 41-46 градусов ниже 0. В Заречной группе 43-51 мороза. В южных минус 35 в Алдане, минус 44 в Нерюнгри. В Вилюйской группе минус 31, минус 42. В Нижнеленских 42-48. В западных 27-33 мороза. В Колымо-Индигирской группе Улусов 37-53 ниже 0, в Янских минус 44, минус 50 и на северо-западе минус 30, минус 38. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 41 градус, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер дует южный со скоростью 1 метр в секунду. Сегодня днем синоптики обещают слабый снегопад, местами туман, ветер западный с порывами от 1 до 3 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 39-41 градус мороза. Ну а следующий наш сюжет будет полезен тем, кто сейчас завтракает или готовится позавтракать. О пользе спирулины можно говорить бесконечно, ведь она ценнейший источник витаминов. Их насчитано в спирулине более 2000 минералов и аминокислот. Чем нравятся подобные суперфуды, так это тем, что готовить их проще простого, а получаем максимум пользы. Всем доброе утро, меня зовут Андрей Мустяц, я шеф-повар ресторана «Шпинат и мясо», и сегодня мы приготовим смузи с гранолой и спирулиной. Для этого нам понадобится банан, клубника, гранола, кокосовое молоко, нежирный йогурт и основной ингредиент нашего завтрака – это вот спирулина. Спирулина – это водоросль, которая состоит на 60% из белка. Полезна тем, что снижает артериальное давление и повышает физическую выносливость. Найти ее в нашем городе несложно, она продается в специализированных магазинах правильного питания. Ну что, приступим к приготовлению. В блендер загружаем банан, наливаем кокосовое молоко, нежирный йогурт, я выбираю 1%. Добавляем спирулину, где-то 1/2 чайной ложки. И пробиваем в блендере до однородной консистенции. Итак, наш смузи готов. Выливаем его в тарелку. Украшаем гранулой. Это расплющенные хлопья, здесь семена подсолнуха с медом, клубникой. И подаем к столу. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Будьте здоровы!
1 января 2023 года организации и предприниматели будут уплачивать налоги и сборы через единый налоговый счет. Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на этот счет, и они распределятся налоговыми органами в счет уплаты налогов и задолженности. Это становится единственным способом уплаты налогов и взносов. Подробнее об едином налоговом счете, преимуществах и особенностях его использования расскажет начальник отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха-Якутия Саргалана Гавриловна Винокурова. Доброе утро. Доброе Доброе утро. Расскажите, что такое единый налоговый счет и для чего он нужен? Ну, с 1 января 2023 года все организации индивидуальные предприниматели необходимо будет уплачивать налоги в единый срок на специальный налоговый счет. То есть единый налоговый счет – это единая сумма расчетов с бюджетом налогоплательщика. То есть налогоплательщик всегда будет понимать, либо он должен государству, либо он может распорядиться по своему усмотрению имеющимся положительным сальдо. То есть единый налоговый счет позволяет формировать единое сальдо расчетов, систематизировать результаты налоговых обязательств и перечислять платежи по принципу единого налогового платежа на основании универсального платежного поручения. То есть единый налоговый счет, он вводится для того, чтобы заполнять платежное поручение без ошибок, просто. То есть вводится один срок уплаты, также вводятся реквизиты единые для уплаты, то есть это Управление Федерального казначейства по Тульской области, обращаю внимание, не УФК по Республике Саха-Якутия, а УФК по Тульской области. Кому это подойдет? Данный, то есть единый налоговый счет, он реализуется для всех категорий налогоплательщиков, то есть как для организаций, так и для индивидуальных предпринимателей. То есть также вводится для экономии рабочего времени, трудозатрат, так как будет один срок, день на возврат, то есть будет одно сальдо, то есть если будет положительное сальдо, то не будет начисляться пени, не будет невыясненных платежей и не будет зачетов между разными налогами. А что касается единого налогового платежа, вот как он распределяется по налогам и бюджетам? То есть распределение вообще происходит автоматически налоговым органам на основании соответствия с налоговым кодексом. То есть получается, обязательства будут погашаться исходя из того, что налогоплательщик представит в декларации, либо в уведомлении об исчисленных налогах. То есть вводится понятие, новый термин уведомление об исчисленных налогах. То есть необходимо его предоставлять для налога на доходы физических лиц, по страховым взносам и по налогу на имущество организации и по упрощенной системе налогообложения. То есть получается, данное уведомление необходимо представлять не позднее 25 числа в том месяце, в котором наступает срок уплаты налога. То есть сначала принцип работы единого налогового счета такой, что сначала погашается недоимка с наиболее ранним сроком уплаты налога, далее будет погашаться текущие начисления и потом только пени, штрафы. А как можно узнать, какую сумму, допустим, налогоплательщик должен внести? Именно то есть, получается, он отражает ту сумму налога, которую необходимо платить в самой декларации, либо в уведомлении об исчисленных налогах. То есть на основании этого уведомления, если наступает срок уплаты, налоговый орган с этого единого налогового счета будет распределяться по тем налогам, которые он должен уплатить. Как мы уже сказали, единый налоговый счет будет применен уже с 1 января следующего года. Его нужно самостоятельно каждому предпринимателю или организации завести, либо же он формируется автоматически? Он формируется, получается, автоматически, то есть это будет доступно в личных кабинетах налогоплательщика и в тех программных комплексах, с которыми работают бухгалтера. То есть, например, это один из бухгалтерий, либо это программа СБИС, то есть в определенных бухгалтерских системах, получается. То есть возможность будет следить в личном кабинете как по начислениям, так и по плате. Вот эта тема у нас касается только предпринимателей, индивидуальных, и налогоплательщиков это крупные, допустим. Нет, это будет касаться уже всех категорий налогоплательщиков. То есть меняется вся система уплаты. Да, получается, в связи с введением единого налогового счета у нас также меняются сроки представления декларации. Если были раньше разные сроки представления декларации, то сейчас будет уже единый срок, 25 число. И, соответственно, меняется срок уплаты, он тоже, получается, будет единым
28 число. То есть, получается, для бухгалтеров упрощается. То есть нет необходимости запоминать разные даты уплаты, да, налогов, разные даты представления. То есть будут единые даты. 25 число это для представления декларации и 28 число для уплаты налога. Сюда же входит это, по-моему, обязательное медицинское страхование. Да? То есть тут входят все и страховые взносы тоже. То есть, получается, они будут тоже едиными для них. Ну, для подготовки к переходу вообще на единый налоговый счет налоговая служба направила в адрес налогоплательщиков информационные письма о состоянии расчетов с бюджетом. Да? То есть в этом письме отражается проект сальдо, то есть туда не включается переплата свыше 3 лет, получается, и не включается та сумма, которая не подлежит переходу. То есть есть те суммы, которые не переходят на единый налоговый счет. Как вы сказали ранее, работа бухгалтеров значительно облегчится. Кому еще будет проще от введения единого налогового счета? Ну, вообще, всем, получается, тем, кто взаимодействует с налогоплательщиками по отчетности, да, то есть бухгалтерам, естественно, это будет все проще, так как все будет единое, то есть не будет, соответственно, много заполнения многих платежек, потому что в платежках очень много реквизитов, а, соответственно, если будет единый налоговый счет и уплата будет идти через личные кабинеты, да, то необходимо будет вообще указать один реквизит, это получается сумму налога. А если же указывается, например, через наши сервисы уплачиваться будет налоги, страховые взносы, например, да, то необходимо будет указать ННН и сумму налога. Ну, сейчас, наверное, может быть, для некоторых только проснулись, немного сложная информация, да? Но, тем не менее, где, допустим, в течение сегодняшнего дня или вообще можно подробнее узнать о едином налоговом счете? Ну, об едином налоговом счете можно узнать на нашем официальном сайте. У нас открылась промо-страница. Называется «Единый налоговый счет». То есть подробную информацию обо всем можно узнать в данной промо-странице. Находится она по адресу www.налогов.ру. Также у нас есть на нашем официальном сайте раздел «Вопросы-ответы». Там тоже открыли отдельный раздел, то, что касается единого налогового счета. Также на нашем сайте есть чат-бот «Таксик». То есть можно будет задать вопросы тоже через данный чат. Также у нас есть единый колл-центр. Можно будет позвонить по номеру 8 800 7 двоек. Большое спасибо. Действительно, очень полезная информация. К концу года она действительно, я думаю, многим предпринимателям облегчит жизнь такими хорошими новостями. Спасибо, что в это утро вы пришли к нам в студию и поделились последними актуальными событиями. Спасибо. Спасибо. Ну а прямо сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на небольшую паузу и далее продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Якутске стартовал Дальневосточный форум промышленности и геологоразведка сквозь столетия, посвященный юбилею республики. В мероприятии принимают участие руководители свыше 100 крупных компаний, отечественных производителей и ведомств страны. В течение 2 дней представители промышленных и научных кругов России в рамках форума обсудят актуальные вопросы современной отечественной экономики, импортозамещения, развития промышленности, геологоразведки, внедрения новых технологий в производство и подготовки кадров. Центральным событием станет подписание соглашений Якутии с новыми партнерами. Напомним, что по итогам 9 месяцев этого года индекс промышленного производства Якутии составил 112,7%. Это один из лучших показателей в стране. Мы должны на предстоящих сессиях, которые у нас будут происходить и 15-16 декабря, обозначить перспективы развития геологоразведки как основы промышленности республики, которая вносит более 50% в валовый региональный продукт, так и фундамента экономики нашей промышленности. Мы должны обозначить проблемы, которые есть на сегодня, и пути их преодоления. В столице республики подвели итоги работы Пенсионного фонда в уходящем году. На мероприятии Георгий Степанов, управляющий ведомством, отметил, что в этом году выполнены все соцобязательства государства, проведена индексация страховых пенсий. С 1 мая началась реализация указа президента, благодаря которому семьям с детьми с низкими доходами установлены ежемесячные пособия в размере от 50 до 100% от суммы прожиточного минимума. Напомним, что в следующем году будет образован новый социальный фонд путем объединения Пенсионного фонда и фонда соцстрахования.
Главная цель – это обеспечение единого клиентского обслуживания. Будут снижены административные издержки, трудозатраты пенсионеров для получения социальных услуг. Все социальные и государственные услуги будут оказываться в единой точке приема населения. С 16 декабря в связи с открытием ледовой переправы Павловск-Хатасы трансфер пассажиров поезда по маршруту Якутск-ЖД вокзал Нижний Бестях будет выполняться с автовокзала Якутска. Стоимость трансфера составляет 500 рублей, проезд детей до 5 лет бесплатный, дети от 5 до 12 лет – 50% от стоимости билета. Пассажиров просят приобретать билеты заранее, поскольку количество микроавтобусов подается исходя из количества приобретенных талонов. Это позволит обеспечить всех пассажиров посадочными местами и комфортно доехать до места посадки на поезд. Глава республики Айсен Николаев принял участие в акции «Елка добра» и исполнил желание юных якутян. К акции уже присоединились сотрудники министерств, окружной администрации, директора и учителя школ, работники культуры и многие другие. В этом году желающие могут исполнить желания не только воспитанников детских домов и коррекционных школ, но и детей участников спецоперации. Так, чтобы стать участником акции, необходимо выбрать на елке открытку с именем ребенка, приобрести для него новогодний подарок. При этом есть возможность передать эстафету своим друзьям и близким, разместив фото в социальных сетях с хэштегом «Елка добра». Среди тех детей, которым подарки покупаются здесь в акции «Елка добра», есть и дети из семей наших военнослужащих, которые сейчас проходят службу в зоне специальной военной операции. Вот мне попалась семья из двое детей, один совсем маленький, мальчик, девочка чуть постарше. Вот. Я так понял, что это как раз из семьи военнослужащего. И ребенок из детского дома Берегиня. Это мы всегда их традиционно тоже в «Елку добра» включаем и помогаем. Поэтому еще раз всех призываю участвовать в этой очень важной, очень нужной акции. Надо, чтобы все дети у нас в нашей республике, в нашей стране были окружены заботой и вниманием, в особенности в новогодние праздники. На календаре 16 декабря сегодня отмечается День покорения вершин. Праздник не только альпинистов и скалолазов, покорителей высот в буквальном смысле этого слова. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще эта дата – повод собраться силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на завтрашний день. На календаре 16 декабря. В этот день отмечают День независимости в Казахстане, День Победы в Бангладеш. В этот день православные люди отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. На Руси в этот день полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Тихо в это время было и в зимнем лесу. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время, потому как высоко на ветках белка прячет грибные запасы. Основан итальянский футбольный клуб «Милан». Кристиан Диор открыл в Париже модный дом. В этот день родились Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, пианист, дирижер. Джейн Остин, английская романистка. Василий Кандинский, русский живописец, один из основоположников абстракционизма. Галина Бениславская, советская журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина. Светлана Дружинина, советская и российская актриса, режиссер, сценарист, народная артистка России. Бенни Андерсон, шведский композитор, музыкант, продюсер, участник группы «Абба». Юрий Николаев, советский и российский телеведущий, актер, народный артист России. Анфиса Резцова, советская и российская биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка. Именины сегодня отмечают Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай и Федор. Я вот предлагаю сейчас всем нам взбодриться и посмотреть на вот эту необычную фотографию.
Что думаешь, Руслан? Слушай, ну, такое ощущение, что как будто дети шалили, запустили туда высоких детей, Ага. и они изрисовали не только стены, но и потолок. Что-то вроде заброшенных зданий, да, в которых пробрались ребятишки с баллончиками, но нет, оказывается. Это все-таки не шалость. Это швейцарский футбольный клуб Тосфельд решил украсить свою раздевалку и пригласил 2 именитых художников. Между прочим, работа, данное произведение искусства, стоит 28 тысяч евро. И если присмотреться, заметны тематические иллюстрации. Сколько? 28 тысяч? 28, да, евро тысяч. Ничего себе. Мгм. Я вот... Я ни одну тематическую иллюстрацию пока Я не вижу вижу. бутс, вот там, вот видишь, где кругляшок, как черная дыра. Вот что-то на бутс похоже. Справа футболисты вон Да, нарисованы. сверху вроде на потолке что-то вроде перчатки, какой-то флаг. А, Вон мяч огненный летит. Слушай, ну да, это стоит таких денег тогда. Нет, Там- если честно, я бы за наименьшую сумму бы нарисовала. Ну, где-то кто за ищет, 20 тот всегда найдет. Действительно, за 20 вначале тысяч евро. вроде бы смотришь так, вроде как просто рандомные рисунки, а на самом деле там Да. что-то связано с футболом. Все-таки это и именитые художники. Тут Но надо мне кажется, понимать. стоит это где-то в 100 раз дешевле, на самом деле, можно было найти художников. Вот. Ну, наш сегодняшний гость в рубрике «Музейный гид» относится к той когорте людей, которых у нас в республике можно пересчитать на пальцах. Николай Оганеров – известный скульптор, чьи работы украшают не только памятные места для якутян, но и становятся центральными объектами национального праздника Эсэх. Из последних масштабных творений – арт-объект в Алекминске – Пашины Алекмы. Николай Дмитриевич Оганеров. Художник, скульптор, очень известный, чьи работы украшают не только памятные места якутян, но и становятся такими центральными объектами национального праздника Эсэх. Он родился в удивительном месте. Это Татинская земля, которая взрастила, воспитала, и на которой трудились известные якутские писатели. И вот вдохновение для своих работ Николай Дмитриевич как раз и черпал из литературных произведений якутских писателей, вот эти произведения, которые читает он всю свою жизнь. С детства, конечно, у него была тяга к рисованию, родители это заметили, ну и было у кого поучиться, отец у него был мастеровой, и учитель попался очень хороший, который заметил, развил его вот эти задатки к рисованию, к лепке. Это был Малышев Иеремей Наумович, который посоветовал поступать в художественное училище, собрал документы, отправил его в Якутск. И Николай Дмитриевич, молодой, поступил с первого раза. И, не поверив этому, обежал весь залог, прибежал обратно в училище посмотреть, а есть ли он действительно в списках. После учебы была служба в армии, где он опять применял свои навыки рисования, это дембельские альбомы, ленинские комнаты, плакаты. И, кстати, ему повезло. Дело в том, что он в художественном училище, учась, он увлекся резьбой по кости. И вот там, именно в армии, он пробовал себя вот в этой технике. Да? Однажды, такая вот интересная история, однажды в часть должен был приехать генерал. Николаю, молодому солдату, поручили сделать очень хороший, интересный подарок, чтобы генерал восхитился. Это произошло. И мало того, генерал пришел специально к Николаю поздороваться, пожать ему руку и сказал такие слова: «Я хочу взять у тебя автограф, потому что я думаю, ты будешь известным скульптором». Так оно и получилось. Это был первый автограф молодого тогда солдата. Ну, после армии учеба в Красноярском институте, в академии. И вот после таких долгих лет учебы, примерно даже 13 лет, он приехал в родную Якутию с семьей и
стал преподавать в Намском художественном училище. У него прекрасные студенты, которыми он гордится. И у нас в Национальном художественном музее представлены его замечательные работы, на которые, глядя, всегда невольно улыбаешься. Ну вот хочу обратить внимание на одно произведение, которое называется «Хатун. Отважный». И вот полюбуйтесь, какая тут выразительная лепка, экспрессия. И сколько все-таки иронии, это самая ирония. Вот такой отважный путник, который идет на легкоступах, очень решительно. Ну, почему бы ему не быть отважным? У него в заплечных мешках добыча, которую он так горделиво несет, высоко задрав при этом голову, радуясь, с улыбкой. Лицо обращено, конечно же, к нашему якутскому солнцу. И все работы Николая Дмитриевича, они так освещены вот этим вот какой-то вот такой улыбкой, юмором, народным фольклором. И в каждой его работе, конечно же, выражена именно духовная и материальная культура народа Саха. В Театре кукол Хандекской школы искусств приглашают отправиться в прекрасный мир детства, где все по-настоящему. Герои куклы, а актеры – дети. Кукольный театр в этой детской школе искусств открылся 2 года назад по инициативе директора учреждения Оксаны Титовой. Этим персонажам неоднократно аплодировали на сцене Хандекской школы искусств. Работа с ними легка и одновременно трудна. Это только с виду марионетка невесомая. Но ею еще надо уметь управлять, а навык и опыт приходят со временем. В 2020 году проект «Театр кукол-марионетка» был признан победителем в номинации на вес золота конкурса социальных проектов горнодобывающей компании «Полиметалл». На выделенные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей были приобретены сценическое оборудование, техника и, самое главное, по индивидуальному заказу в Санкт-Петербурге изготовлены 50 различных видов кукол. Первые наши куклы – это были наши ведущие. У нас был в 2019 году юбилей 55-летия нашей Хандекской детской школы искусств. И мы придумали вот этих ведущих, сделали сами эскизы, заказали. И питерская компания нам изготовила вот таких замечательных маппетов-ведущих, которые, собственно говоря, положили начало целой плеяде кукол, которые мы здесь используем. Конечно же, это не только маппеты, это куклы-марионетки, соответственно, разные виды верховых, низовых кукол. Сегодня в кукольном театре «Марионетка» занимается 20 детей с 1 по 4 классы. Руководит этим небольшим коллективом преподаватель Мария Яковлева. Именно она – королева сказок. И учит своих воспитанников тоже придумывать собственные сюжеты. У каждого ребенка есть талант. Один неповторим в художественном слове, другой в театральном искусстве. А есть дети, которые тоже мечтают о сцене, но застенчивы, скованы. И вот они могут передавать свои эмоции, переживания через куклу. Так рождается волшебство перевоплощения. В первую очередь дети учатся на моих уроках работать друг с другом, работать в команде, не подводить друг друга. Это самое главное. Вот я ищу гармонию между ребенком и куклой. Это тоже важно. Если нет гармонии, ребенок не может работать с куклой, потому что они должны слиться воедино, чтобы выдать то, что задумал сам автор. Кукольный театр не стоит на месте, а идет в ногу со временем. Уже есть свои идеи инновационных форматов с применением современных методов и интегрированных технологий. Одна из них – постановка-интерпретация, основой которой станут якутские сказки, элементы национальных праздников, традиций, которые разговаривают и смеются их голосами, чтобы потом вместе выйти на сцену рука об руку. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район.
Ну а нашу программу продолжает рубрика «Мой питомец». Сегодня наш эксперт Людмила Московских расскажет о командах и жестах для дрессировки собак. Этим командам можно обучить практически любую собаку. Дрессировка собаки в домашних условиях может быть очень веселым, увлекательным процессом. Собаки любят выполнять трюки, потому что в этот момент они получают много внимания от своего хозяина, не говоря уже поощрении в виде лакомства. А люди за то, что при возможности можно похвастаться перед друзьями и сказать: «Смотри, что умеет делать моя собака». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня опять же мы с американским стаффордширским терьером Греттой поговорим с вами про трюки. Что такое трюки и для чего они нужны? Трюки – это ваша игра с собакой, это ваш контакт с собакой и удовольствие от общения, что у собачки, то и у вас. Трюки бывают разные. Трюки – это ваше общение с собачкой, удовольствие, игра, плюс за это собачка получает вкусняшку, это расслабление вашей собаки. Трюки бывают такие, как змейка, как крутись-вертись, домик, обойди. Ну, то есть все, что вам в голову приходит, вы можете собачкой это воспроизвести, сделать. Можете посмотреть в интернете, там очень много разнообразных трюков. Сейчас Грета вам продемонстрирует, буквально 3-4. Начнем, покажем вам команду домик. Трюк. Собачка встает перед вами, передо мной. Стоять. Грета домик. Обходит между ног, садится и смотрит на вас. Супер! Молодец! Естественно, собачку нужно награждать. Либо игрой, либо мячиком, либо вкусняшкой. Пока что вот я награждаю вкусняшкой. Гуляй! Гуляй, гуляй, гуляй! Нет! Иди сюда, передо мной иди. Передо мной. Сейчас мы вам покажем трюк «Крутись-вертись». Грета, передо мной. Крутись. Да, крутись, да, крутись. Молодец. Вертись, вертись, вертись. Еще раз. Да, супер, молодец. Рядом. Рядом. Молодец. Также есть трюк зайка, конь, поклон. Сейчас Грета сделает зайку. Нет, нет. Только по команде собака должна работать. Грета, зайка. Да, супер. И сейчас напоследок мы вам покажем поклон. Грета, нет, стоять. Поклон. Поклон. Нет, стоять. Поклон. Да. Выпрямляйся. Да, молодец. На этом сегодня все. До следующей встречи в эфире. Какая умничка. Да. Но еще раз убеждаюсь, что чем больше ты уделяешь времени собаке, тем она послушнее. Ну и не только собаки, это, по-моему, всех касается. Даже любимое хобби, если уделять много времени, то оно потом приведет к какому-нибудь новому шедевру. Например, вот якутские мастерицы презентовали в Москве самый большой фрагмент вышитой карты России. Все полотно Якутии выполнено в цветах флага России. Здорово так нашу республику подчеркнули вот нашим национальным деревом. Лук. Очень да. Красиво. Мне кажется, тут не один час кропотливой работы. Не один день, наверное. И не один день, и такой, патриотизм, он и виден вот в таких вот вещах. Резьба по кости и дерево, керамические изделия, национальная утварь, работы ювелиров и кузнецов – все это и многое другое можно было увидеть и приобрести на выставке ярмарки Аяр-Ус в городе Якутске. Какие работы показали мастерицы Мирнинского района, давайте узнаем в следующем сюжете. Увидеть богатство якутской культуры в таком масштабе – редкость. Уникальная возможность досталась гостям интерактивной выставки ярмарки Аяр-Ус в Якутске. 70 мастеров, хранителей национальной культуры республики, представили изделия народного промысла. Выставка для мастеров республики важна, поэтому в столицу региона приехали из разных улусов. Ульяна Попова прилетела из Тас-Юряха. Женщина с детства мечтала создавать посуду из бересты. Это ремесло – дело семейное. Занималась еще бабушка. Теперь мастерица и сама на пенсии, поэтому было время, чтобы научиться.
В республиканских выставках постоянно участвую. Это потому что я там на других смотрю, там такие мастера есть большие. Вот у них я учусь, опыта набираюсь. Типа так. И себя показываю. Не только берестяной посудой любовались гости выставки. Резные изделия из дерева и кости, керамика, украшения и одежда. Коллекция называется «Мода якутской городской интеллигенции» конца 19-го, начала 20 веков. Вот. У нас в Айхаве есть клуб национального шитья. Вот там занимается чуть больше 10 женщин. И мы шьем национальные костюмы, сохраняем свои традиции. Выставку-ярмарку приурочили к Году национального искусства и нематериального культурного наследия народов России. Организовали ее экологический центр «Алроса» совместно с галереей искусств «Симэх» и ассоциацией «Сделано в Якутии». Наша выставка организована в целях сохранения самобытной культуры народов нашей республики, приумножения традиций для открытия молодых талантов. Компания «Алроса» поддерживает инициативы по сохранению культурного наследия нашей республики. Изделия посетители могли и купить, так что частичку «Ая Рус» забрали с собой. Вадим Ахмадуллин, Валерия Наумова, медиакомпания «Алмазный край». А у жителей Якутии появилась возможность порадовать себя новогодними тортами. Столичные кондитерские уже на следующей неделе запустят в продажу особенные торты, приготовленные с душой. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. В одной из кондитерских пекарен столицы в преддверии Нового года кипит практически безостановочная работа. Здесь только за одни сутки пекут и готовят на продажу 100 новых тортов. Каждая готовится не только с любовью, но и с душевной теплотой. Украшаем мы печенье, у нас мармелад, и меренга, конфетки. Из мастики мы делали елочки, снежинки, ну и также украшения, которые уже тоже используются при украшении торта. А при украшении у вас свое какое-то новогоднее настроение появляется? Ну, конечно. Как? Это же в преддверии праздника все это и готовится с настроением, с любовью. Мы же дарим людям радость. На оформление одного такого новогоднего торта мастера-кондитеры тратят до 15 минут максимум. Здесь работает целая команда. Кто-то печет, а кто-то лепит снежинки. Ну а третий подбирает те самые праздничные украшения. После оформления торта идут в специальный холодильник, где в считанные минуты его замораживают. Шоковая заморозка – это большой холодильник, в который помещается продукция, которая приготовлена нашими кондитерами. При температуре минус 30 градусов в течение 4 часов, то есть при быстрой заморозке, поэтому она и называется шоковая, продукция замораживается, то есть схватывается. И именно за счет этой технологии срок хранения продукции увеличивается на достаточно большой срок. Преимуществом такой заморозки является не только увеличение сроков хранения, но и сохранение внешнего вида продукта, свежести и вкуса, а также это дает продукту сохранять все витамины и микроэлементы. Замороженные по такой технологии торты поступят в продажу уже на следующей неделе. Их могут приобрести не только жители столицы, но и жители отдаленных районов Якутии. В этом году рады представить вам медовый торт со сметанным кремом, красный бархат с сырно-сливочным кремом, бисквиты шоколадные и белые с воздушным кремом и фруктовой прослойкой. Как большие, так и маленькие торты. Ну а для любителей домашних тортов кондитеры предлагают изделия с якутской брусникой и с другими ягодами, которые богаты не только различными витаминами, но и макро- и микроэлементами. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Вот такие вот замечательные сладости могут оказаться на новогоднем столе у каждого нашего телезрителя. Но еще одна из новогодних примет – это, конечно же, заплатить все долги. И как раз-таки в преддверии Нового года в якутской кассете идет акция «Волшебный декабрь» по списанию пени, а также проходит работа по оказанию поддержки мобилизованным и их семьям по услуге обращения с ТКО. Якутская кассета является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В
центральной зоне Республики Саха-Якутия. Более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Ирина Робертовна Горлатова, ведущий специалист ООО «Якутская кассета». Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, какие условия акции по списанию пени? Ну, списать пени можно двумя способами. Один из них – это заплатить полностью задолженность, которая имеется, так, и пени автоматически будут сняты. И вторая возможность – это заключить договор, соглашение, вернее, о реструктуризации долга с рассрочкой на 12 месяцев. Для этого необходимо обратиться в офис Орджоникидзе 50, это наш абонентский отдел, и заключить это соглашение, приложив соответствующие документы. Так, и понятно, что там будет рассрочка, соглашение о рассрочке, оно касается выплаты задолженности и текущих платежей. Ну, как обычно у всех ресурсоснабжающих организаций. Но обратить нужно внимание, что это такое списание пени, оно касается только тех наших абонентов, которые получают платежные документы непосредственно от якутской кассеты, то есть напрямую. Что мы понимаем, что есть многоквартирные дома, которые оплачивают и эту услугу пользуются через управляющие организации. А как можно узнать о наличии задолженности? Наличие задолженности можно обратиться в офис. Опять же, у нас есть телефон контактный 319 051, это абонентский отдел, и, в принципе, получить всю необходимую там консультацию и информацию. Вы отметили про реструктуризацию на 12 месяцев, да, задолженности. Вот какие документы должен с собой иметь человек, чтобы его заключить? Ну, скорее всего, если это собственник, он должен предоставить, во-первых, документ, подтверждающий его личность, то есть это паспорт, и свидетельство о праве собственности, либо выписку с ЕГРН, подтверждающий, что он собственник этого помещения, то есть свой статус подтвердить. А куда можно обратиться по акции по списанию пени? Это, опять же, в абонентский отдел. Вот. И, значит, получается, что если будет, значит, составлено заявление, написано, да, человеком, приложены соответствующие документы, ему предложат подписать соглашение, он его подписывает, и все это оставляет в абонентском отделе. Акция «Волшебный декабрь» продлится до конца декабря или же еще месяц? С 1 декабря по 30 декабря. Волшебный декабрь. Как бы тем, кто в данный момент, допустим, отсутствует на территории Якутии, может быть, в отпуске они находятся, но хотели бы по возвращению из отпуска все-таки сэкономить и хотя бы списать пени. Как-то можно онлайн обратиться? Я понимаю. Значит, если человек, ну, гражданин, прописан или является собственником какого-то помещения и временно отсутствует по месту постоянного жительства, да, то он имеет возможность обратиться с заявлением также в абонентский отдел, приложив соответствующие документы. Либо это командировочное удостоверение, либо это проездные документы к месту там, отдыха, либо командировки и так далее. То есть всю консультацию можно получить, вот опять же повторюсь, 319 051, абонентский отдел, они все подробно расскажут. А какую льготу мобилизованные их семьи могут получить по программе обращения с твердыми коммунальными отходами? Так, значит, ну, как и все ресурсоснабжающие организации, да, мы подключились к этой акции, и в соответствии с нормативными документами те граждане, которые сейчас участвуют в этой операции, пени списывают, то есть пени вообще списываются, это однозначно. Вот, обратиться могут либо они в абонентский отдел, либо члены их семей, предоставив соответствующие документы. И сейчас я чуть ниже об этом скажу. И на время действия контракта пени не будут начисляться, то есть на время его отсутствия, как основного кормильца там, да. Вот. Рассказать, да, нужно какие документы. То есть члены семьи – это те, которые с ним проживают непосредственно в том помещении, к которому приписан лицевой счет вот этого участника спецоперации нашей, да, специальной военной операции.
Вот. Ну, члены семьи кто могут быть, да? Понятно, что те, кто не проживают, иждивенцы там, и так далее, дети, все могут обращаться также в абонентский отдел, предоставив какие документы. Ну, в первую очередь, конечно, это документы, подтверждающие их право личности, там паспорт, а также документы, подтверждающие степень родства с этим человеком, да, то есть который участвует у нас в специальной военной операции. Ну и также нужно предоставить, конечно, документы от Министерства обороны, либо ну, там, от военкомата, подтверждающие то, что он находится сейчас там. Многие ли уже обратились? Да, у нас, ну, как многие, 17 человек у нас обратились и получили уже списание пени. То есть, ну, я думаю, что после нашего выпуска еще побольше людей. Вообще у населения много есть задолженности вот по пени, именно по вашей услуге? Вы знаете, вот четко там по суммам я не назову цифры, да, но хочу сказать, что больше вопросов, наверное, возникает у жителей частного сектора. Вот, потому что до начала работы реформы, мусорной реформы, мы ее так называем, да, они вообще не производили оплату за вывоз мусора, да, то есть пользовались там другими способами, в том числе и санитарными точками, как они их называют, многоквартирных домов, и для многих это стало неожиданностью. Но мы вместе с органами местного самоуправления проводим разъяснительную работу, и, в общем, понимание у людей возрастает, понимание, что чистота города – это наша общая задача. Но вообще, как люди стали более осознанно относиться к экологии? Да. В принципе-то задача этой реформы какая была? Избавиться от несанкционированных свалок. То есть обустраивать, конечно, места накопления твердых коммунальных отходов официальные, законные, согласованные, да, с соответствующими структурами, чтобы у людей не было даже попыток куда-то что-то выбросить и воспользоваться только законными способами складирования отходов. Ирина Робертовна, большое вам спасибо за то, что пришли сегодня к нам в утренний эфир с полезной информацией. Друзья, мы напомним, что Якутская Кассетия объявляет акцию «Волшебный декабрь» по списанию пени. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. В столицу республики прибыл президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Он встретился с главой региона Айсеном Николаевым. Стороны обсудили дальнейшее развитие шорт-трека в регионе. В рамках совместной работы Союз конькобежцев России в следующем году предоставит региону защитный комплекс для занятий шорт-треком. В скором времени Федерация по конькобежному спорту и шорт-треку Якутии определит место для его установки. Напомним, что в Якутске в эти дни проходят соревнования по шорт-треку на Кубок Союза конькобежцев России. Основная цель моего визита – это популяризация и развитие конькобежного спорта, дисциплины шоу-трек. Благо у вас есть для этого все возможности, и я в курсе, что у вас строятся и будут строиться новые арены. И, конечно же, Саха-Якутия для нас это один из стратегических регионов для развития именно этой дисциплины конькобежного спорта. Я думаю, что у нас все получится, и мы всячески будем способствовать тому, чтобы в Якутии выросли будущие чемпионы. Авиакомпания «Алроса» в декабре выполнит дополнительные рейсы из Мирного в Якутск, а также по маршруту Мирный, Новосибирск и обратно. В конце года традиционно увеличивается спрос на билеты, поэтому авиакомпания пошла навстречу пассажирам. В столицу Сибири и в обратном направлении дополнительные рейсы запланированы на 29 декабря. Билет стоит от 15 тысяч рублей. Улететь в столицу республики и обратно получится чуть дороже. Тарифы начинаются от 15,5 тысяч рублей. Полное расписание рейсов можно посмотреть на сайте авиакомпании. Ну а травматологической службе Якутии исполнилось 70 лет. В феврале 1952 года на базе Якутской республиканской больницы было открыто отделение травматологии на 25 коек.
В наши дни отделение оказывает круглосуточную специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь взрослым при различных травмах. В Якутске стартовала межрегиональная научно-практическая конференция. По ее итогам участники смогут правильно составлять алгоритмы диагностики и лечения, будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты лабораторного оборудования, а также подбирать оптимальные тактики лечения пациентов с травмами. 70 лет назад открыли одно отделение на 25 коек на базе города Якутска. Сейчас это отделение травматологии объемом более 50 коек, плюс отделение ортопедии более 25 коек, плюс у нас есть еще и на базе Первой республиканской больницы детское отделение травматологии, ортопедии, травмпункт, межрайонные травматологические центры и так далее, и так далее. То есть травматологическая служба значительно расширилась за 70 лет, особенно за последние 10-15 лет. Операции, которые делают сейчас врачи-травматологи, они зачастую, это не редкость, они высокотехнологичные. То есть это не просто банальные рядовые операции, которые делались и 20 лет назад, это уже высокие технологии, которые значительно снижают время реабилитации пациента, улучшают качество оказания медицинской помощи, ну и, соответственно, выход пациента уже после травмы в жизнь. Алданские каратисты вновь показали себя. В начале декабря в Иркутске прошел всероссийский турнир по Киокусинкай «Восточный рубеж». Более 500 сильнейших каратистов из 24 регионов России собрались в Сибири, чтобы продемонстрировать свои спортивные достижения. Участники соревнований разыграли 50 комплектов наград в дисциплинах ката и кумите в разных категориях. Алданский спортсмен Илья Морозов завоевал бронзу. Вот у нас по итогам турнира ребята прошли по пару боев. А Морозов Илья занял 3-е место, показал хорошие бои. Все бои выиграл по оценкам, но немножко с Иркутска парню уступил. Мы стараемся выступать на самых крупных турнирах, на всероссийских, международных. Это дает отбор на крупные соревнования, в том числе это Европа. То есть у нас есть такая цель отобраться на Европу. Мы принимали участие на первенстве мира, на всех крупных турнирах. А на Европу еще не добирались, поэтому туда хотим попасть. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну и по традиции мы завершаем наш пятничный выпуск музыкальным клипом. Центр культуры имени Григорьева поздравляет вас с наступающим Новым годом и дарит вам в подарок песню о новогодних снежинках. А мы с вами прощаемся. Всю эту неделю работали для вас Полина Долинская и Руслан Ачиров. Хороших вам выходных. Оставайтесь на канале Якутия 24 и будьте в курсе всех событий этого дня.